В самом сердце горной Ингушетии, у стен древнего храма Тхабаерды, время иногда делает невероятные подарки. Здесь, где камень помнит века, а тишина хранит тайны, идет кропотливая работа по спасению уникального памятника. И совсем недавно, в преддверии масштабной реставрации, случилось настоящее чудо. Находка, которая соединила эпохи. Работы по укреплению конструкции были в самом разгаре. Специалисты обследовали каждый сантиметр кладки, готовя храм к будущим археологическим открытиям. И именно в этот момент начальник отдела музея-заповедника Зиаудин Гуражев обратил внимание на крошечный, истлевший уголок бумаги, выглядывающий из щели в северной стене. Записку бережно извлекли. Ее ценность в двойной уникальности. Во-первых, она была в северной стене, о которой у исследователей меньше всего исторических материалов, а во-вторых, она датирована 23 мая 1968 года, то есть до начала известной так называемой грузинской реставрации 69-71 годов. Это взгляд на храм таким, каким его видели люди за год до серьезных работ. В чем привлекательность этой записки и уникальность тем, что сегодня у нас есть уникальная возможность опубликовать эту записку, постараться найти, если есть эти люди живы, их родственников, есть ли какая-то фотоматериал, есть ли что-то ими описанное. Именно с этой точки зрения для нас это ценно. И я думаю, она получит должное место в нашей краеведческий музей, эта записка. Эти мощные конструкции, временный каркас, страховка для тысячелетних стен на время будущих раскопок. Ведь ученые уверены, под фундаментом могут скрываться еще более древние постройки. Вся работа – часть системного проекта по возрождению Тхабаерды, который реализуется при финансовой поддержке Фонда Возрождения, созданного по инициативе предпринимателя-мецената Микаила Гуцриева. Вот видите, вот это просто земля, она как натоп на таком вот слое из золы и угля. Вот, поэтому нам надо его очистить, потому что это такой, знаете, слой гумуса. Важно, что уже были обнаружены интересные артефакты, фрагменты керамики, металлические изделия, но главные открытия, возможно, впереди. Здесь переплелись христианские и языческие традиции. Сохранив этот храм, мы сохраним ключ к пониманию всей кавказской цивилизации, уверены археологи. И все благодаря неравнодушному участию и финансовой поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцриева. Но вернемся к нашему посланию. Расшифровать ветхий текст взялся генеральный директор АСМ Групп Алексей Михайлов. Многое стерлось, но основное читается. Здесь 23 мая посетили храм Тхаба-Ерды туристы Сунжинского района. Первый. Историк, кандидат исторических наук Гацаев М.И. Лучший охотник Северного Кавказа Мабута Н.С. Третий. Лучший изготовитель форели Хан. Второе слово не читается. Четвертое. Химик-дегустатор Нарибек. Пятое. Овощевод Гордеев. Затем три фамилии читаются, к сожалению, плохо. Могу последнюю предположить, что некий Ужахов. И на обороте Идрис, лучший скалолаз. Следующий Арчхоев во главе с руководителем Федоровым Н.Н. Так из щели между камней, благодаря внимательному глазу и кропотливому труду, к нам протянулась нить из 1968 года. От лучших скалолазов и охотников к лучшим реставраторам. От энтузиастов прошлого к меценату настоящего. Ведь президент группы «Сафмар» Микаил Гуцриев дает этим стенам возможность сохранить культурную, историческую ценность на века, чтобы храм Тхабаерды и дальше продолжил хранить свои тайны. Адам Мережков, Белял Ахлигов, Магаз 24.